Лаборатория социологических исследований работает при Абхазском госуниверситете. Напомню, что создана она была на базе Центра науки и образования МГУ в Абхазском госуниверситете. Лаборатория изучает актуальные проблемы жителей Абхазии посредством проведения социологических исследований. В сентябре в лаборатории были проведены исследования, которые выявляют мнение жителей Абхазии о молодежной политике и работе молодежных организаций. О результатах исследований и в целом о необходимости проведения такого анализа в Абхазии побеседуем с Марией Филь, кандидатом политических наук, доцентом факультета политологии МГУ. Здравствуйте, Мария Сергеевна. Здравствуйте, Белла. Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Спутник Абхазии». Итак, в августе-сентябре были проведены вот эти исследования, которые изучают общественное мнение по сфере молодежной политики. Что думают жители Абхазии о том, как формируется, скажем так, мнение молодежи, как она воспитывается, по-видимому, по разным вопросам, скажем так, мнение молодежи. И скажите, почему именно эта тема вдруг стала в центре вашего исследования, вашей работы? Белла, но мы все прекрасно понимаем, что молодежь наше будущее, дети наше будущее, это банальная фраза, но если мы сейчас начинаем мыслить в категориях нового направления политической мысли, которое называется социальная архитектура, то там есть два этажа, два этапа. Это социальное проектирование и социальное моделирование. И проектирование — это про настоящее. Это про то, с чем мы сегодня имеем дело, что мы можем сделать для того, чтобы улучшить жизнь людей, сделать ее более комфортной, сделать ее более оптимистичной и, в общем, создать условия для развития сейчас, в моменте. Но пункт социальное моделирование, оно нас призывает к формированию желаемого образа будущего. Понятно, что идет смена поколений, она идет совершенно естественным путем. И что бы мы сейчас ни напроектировали в наше настоящее время, мы очень сильно зависимы от того, кто придет нам на смену. Мы зависимы от того, какими ценностями они будут руководствоваться, какая у них будет идейная программа, как они будут продолжать то, что закладывается сейчас. Поэтому сочли необходимым затронуть эту очень сложную тему для Республики Абхазия, немножко в нее углубиться. И скажу, что получился самый объемный отчет из всех, которые мы подготовили. Потому что мы провели и массовый опрос, и фокус-группы, и узнали очень такую сложную, противоречивую картину, которая на данный момент сложилась. Скажите, что удивило, скажем так, по результатам больше всего исследователей? Удивило в первую очередь, что когда мы задали вопрос, на что должна быть в первую очередь направлена молодежная политика, респонденты с большим отрывом, больше 60%, выбрали пункт духовно-нравственное воспитание. Но подчеркну, что этот опрос, он проводился не только среди молодежи. Это опрос по квотной выборке, где в пропорциональном порядке представлены все слои населения. Но тут мы имеем некий общественный консенсус, что духовно-нравственное воспитание — это основное. Не могу с этим не согласиться, но меня удивило, что люди сами это признают. Что это не есть какое-то навязывание сверху, а это есть запрос со стороны общества. Это, наверное, самое удивительное и самое важное. Этот консенсус, да, действительно объединяет, как бы сказали, разные слои. Кстати, интересно, как происходила выборка. Это какой-то специальный метод изучения мнения? Мы руководствуемся данными переписи населения, которая была достаточно давно, но это единственный статистический материал, теми статистическими данными, которые представлены в официальных источниках Республики Абхазия. И на этом основании формируется выборка, где пропорционально
пропорционально составу населения представлены мужчины, женщины, представители разных возрастов, чтобы наше исследование было репрезентативным. Поэтому она выверена, мы математическими методами это все дело проверяем, потом, прежде чем уже какие-то давать окончательные выводы, графики составлять, так называемые простые распределения, кроссы и все остальное. Поэтому, по сути дела, мы имеем такой объективный портрет общественного мнения республики. То есть по этому вопросу был консенсус, то, что у вас где было несогласие, кто с чем не соглашался? Была разница в возрастных группах, в социальных группах? Какие там результаты? Разница, да, есть, очевидно. Но, скажем так, чем дальше человек по возрасту от молодежной среды, тем его эта тема, не то что в меньшей степени волнует, а у него какое-то уже свое некоторое складывается субъективное представление. Сама молодежь, она более активна, реагирует на предложенный нами опросник. И даже если мы возьмем такой пункт нашего исследования, как потребность в единой молодежной организации для Республики Абхазия, молодежь эту тему поддерживает гораздо ярче, гораздо мощнее, чем другие слои населения. Еще есть одно важное наблюдение, связанное с уровнем достатка. У нас есть в паспортичке, в сведениях о респонденте, пункт, связанный с уровнем дохода. Мы уже не в первый раз это наблюдаем, но люди, которые обладают большим уровнем дохода, они, как правило, более оптимистично настроены. Но одно с другим, понятное дело, очень сильно взаимосвязано. И когда мы задаем вопрос о ресурсах для самореализации молодого человека в Абхазии, здесь это особенно ярко проявляется. То есть те люди, у которых уровень материального обеспечения высокий, они говорят, что возможностей для самореализации много, и, судя по их ответам, даже особо ничего исправлять не нужно. Но понятное дело, что высокообеспеченных у нас не так много. И вот чем ниже уровень дохода, тем выше уровень социального пессимизма. То есть ниже уровень дохода, выше уровень какой-то ограниченности в своих возможностях, в том числе и для самореализации. Это ожидаемый ответ. И вот с этим, конечно, нужно работать. На это как раз должны быть направлены проекты по причине того, что среди людей, которые испытывают какую-то ограниченность в материальном плане, а их много, необходимо вот эти проекты как раз наиболее активно развивать, то есть показывать, что есть социальные лифты, доносить эти возможности до рядового гражданина. На самом деле, вот рядовой гражданин, он как раз в фокусе внимания. Это как бы основная задача власти, основная задача общества создать вот эти различные траектории для возможности себя проявить, для становления, для того, чтобы человек понимал, что ты можешь родиться в очень простой семье, не обладать никакими связями, но при этом для тебя государство делает что-то, где ты можешь принять участие и поменять свое положение. Если ты талантлив, если у тебя есть для этого какие-то личностные ресурсы. А как молодежь, скажем так, оценивала появление, скажем, вот этих социальных лифтов, вот в последнее время, что у нас появились такие организации, как «Команда Абхазии», различные проекты здесь проводятся, в том числе и молодежные. Были ли какие-то оценки, как воспринимали ваши респонденты деятельность вот этих организаций? Воспринимали ли они это как возможность для развития, возможность для роста и так далее? Смотрите, ситуация тут неоднозначная. Объясню почему. Республика Абхазия прожила за последние годы очень сложный период. И в рамках этого сложного периода, к сожалению, накопился социальный пессимизм. Некоторое предубеждение существует, в том числе и в молодежной среде, что где бы я ни пытался участвовать, ничего не получится, все решается за счет связей, все решается как-то заранее. Поэтому сейчас, наверное, базовая задача молодежной политики по итогам нашего опроса
заключается в том, чтобы вот это предубеждение сломать. Мы общались на фокус-группах в районах. Мы специально для этого исследования выбрали районы Восточной Абхазии, где наиболее непростая ситуация в плане всего. Не будем говорить там только про молодежную политику, это и экономическое развитие, и много разных факторов, которые к этому привели. Но вот есть некий инерционный момент, что люди, многие, в том числе и молодые, настолько разочарованы, что они не хотят ни в чем участвовать. И как это видится с нашей точки зрения, как социологов, с учетом нашего опыта, что вот для того, чтобы эти проекты социальные, которые сейчас делаются, в том числе и для молодежи, получили более широкое распространение и более высокую оценку в обществе, необходимо идти в районы. И, идя в эти районы, надо доходить до уровня школ. Там нужно проводить какие-то просветительские мероприятия, лекции, встречи. Сейчас ситуация выглядит так, что комитеты по молодежной политике, они приглашают молодежь на вот эти вот знакомительные мероприятия по линии проектов. Молодежь часто не приходит. Или приходит не в том количестве, там со всего района, может там, не знаю, 30-40 человек прийти, насильно их не заставишь. Почему не идут? Потому что то, что я сказала ранее. Все заранее решено, зачем мне пытаться, я там сделаю что-то, там, условно говоря, бизнес-план, потрачу свое время, потрачу какие-то ресурсы, я все равно ничего не получу. И есть вот эта вот неправильная установка. Для того, чтобы эту неправильную установку преодолевать, на мой взгляд, как социолога, нужно не собирать их с миру по нитке, а идти там, где они находятся. Создавать там... Идти в народ. Да, идти в народ. Идти в народ. Для этого нам нужны люди, активисты, волонтеры, представители государства, которые, во-первых, будут очень хорошо владеть той проблематикой, о которой они будут рассказывать, а, во-вторых, очень душевно, очень искренне относиться к тому, чем они занимаются, потому что молодежь — это та самая аудитория, которой невозможно врать. То есть если преподаватель или активист или представитель государства общается неискренне, это будет очевидно. Это сразу будет понято аудиторией, и аудитория не откликнется, она не пойдет, она не будет ничего делать. Он должен сам быть заряжен этой энергетикой своего правильного дела, должен в это верить, и только при таком раскладе возможно чего-то добиться. Ну, работа тяжелая, конечно, потому что когда ты непосредственно, как вы выразились, идете в народ, там совершенно разная, может быть, ситуация, какие-то вообще совершенно непредсказуемые условия, которые вообще как-то не учитывались, может быть, да. И это очень-очень непросто, но, тем не менее, наверное, как-то нужно из этого выходить каким-то образом, чтобы и надежда у людей появлялась, и какие-то возможности для роста, чтобы они могли ими воспользоваться. А если говорить вот в целом о состоянии молодежной политики Абхазии, вот у вас глава есть, раздел целый отдельный, что, о чем там речь, скажем так, какие есть характерные черты, особенности вот этой политики? Вообще она в каком, скажем так, состоянии, насколько она мощно проводится, или она пока вот, знаете, такое слабенькое течение, скажем так? Ну, Белла, здесь ситуация, опять же, неоднозначная по данным наших исследований. Конечно, очень сильная работа, мощная, проводится в столице, в Сухуме. В городе Сухуме для молодежи очень много всего делается. Мне, например, очень понравился проект «Социальный лифт», который здесь реализуется, где проводится как раз то, о чем мы говорили. Адресная работа с группами риска, с малообеспеченными. Создаются для них реально вот те самые фактические социальные лифты. Кому-то помогают пройти курсы повышения квалификации, кого-то устраивают на обучение в университет или в среднеспециальное учебное заведение. Это все такая комплексная работа государственной власти. Но это все делается, и, конечно, все это выглядит очень оптимистично, вселяет надежду, но это столица.
При этом есть у нас другие территории. Ни в коем случае нельзя сказать, что там чиновники работают плохо, не дорабатывают. Они стараются как могут. Но там другой масштаб финансирования. Там очень мало людей, которые... Вот те самые люди, которые должны ходить по школам, которые должны быть заряжены, которые должны там рассказывать правильные вещи. Их просто вот физически не хватает. Мне очень понравилась идея, высказанная одним из респондентов, идея о необходимости создания молодежных центров в масштабах всей страны. То есть некий молодежный ресурсный центр. У нас это в отчете описано, что это такое. Это, во-первых, это помещение, а во-вторых, это люди, а в-третьих, это определенная инфраструктура. То есть это место, где молодой человек может провести свободное время. У него там есть и компьютерный зал, и тренажерный зал было бы хорошо там иметь, и есть какие-то специалисты, коучи, которые могут ему рассказать о проектах, в которых можно принять участие, возможно, какое-то дополнительное обучение там же можно проводить. То есть это некая точка сборки. Но это точка сборки. Центр притяжения. Центр притяжения. Что куда молодому человеку пойти? Потому что на некоторых территориях какая ситуация? Что, конечно, центр притяжения — это школа. И все крутится вокруг школы. Там есть спортивный инвентарь, там есть учителя. Но помимо школы хотелось бы иметь что-то дополнительное, где человек может провести свободное время, чему-то научиться, иметь инфраструктуру для образования, даже не обязательно для образования, просто для времяпрепровождения, что где можно культурно собраться с друзьями. Не на улице, не с сигаретой, не с бутылкой, и, не дай бог, не с наркотиками, а именно вот цивилизованное культурное место, где можно проводить досуг. Угу. Может быть, там и лекции, мастер-классы, все, что возможно, да. И обучающие различные семинары. Да, по желанию. Да, что касается социальных лифтов, таких вот молодежных проектов, вы говорили о том, что молодежь сразу считывает там неправду, ложь, фальшь какую-то. Вот этот элемент, скажем так, нарочитости, да, показушности. Есть ли такое, отмечали ли ваши респонденты такую вещь, как что это игра на публику, а в итоге получается, как всегда? Был ли такой момент? И вы исследовали ли скажем так, эту особенность, этот феномен? Но респонденты говорили о таких вещах, что периодически это происходит, да, бывают. И тут вещи взаимосвязаны. Я вот сказала, что должны быть люди, заряженные идеей, которые работают с молодежью. Необходима под это инфраструктура. Потому что если у проекта нету ответственных, у любого, нету команды, вот сейчас, в том числе и высшее руководство Российской Федерации, пересматривает отношение к конкурсам, пересматривает отношение к вот этим социальным лифтам. В каком ключе пересматривает? Что если раньше у нас на первом плане были, допустим, лидеры России, то есть вот лидер, один человек, то есть мы выбираем лидеров, потом эти лидеры, они где-то работают. А сейчас у нас другое, у нас команда Абхазии. То есть вот именно командный принцип сейчас выходит на первый план, потому что на экспериментально-опытным путем, скажем так, пришли к выводу, что один человек, да, он может многое сделать, но если он один, то какой бы он ни был заряженный, образованный, без команды, без союзников, без коллектива, он не может реализовать ничего. Поэтому сейчас, наверное, задача номер один для всех, и для России, и для Абхазии, заниматься вот формированием этих команд. Причем не на высшем уровне, это важно, но нести это на уровень районов, нести это на уровень сел. То есть вот это вот, как бы Тимур и его команда, принцип, он старый, проверенный, и он работает. Один в поле не воин, опять же, известная поговорка. Поэтому как только появятся вот эти команды, мы сможем уйти от показушности. Потому что сейчас эта показушность иногда бывает вынужденной. Что вот что-то презентовали, показали, а дальше надо работать. А работать надо каждый день. И с молодежью надо работать каждый день. И с обществом надо работать каждый день. То есть вот эти вот праздники — это точки.
а между ними должна быть натянута какая-то нить. И вот эта нить — это как раз работа команды. Когда люди каждый день чем-то занимаются, преодолевают трудности. Вот вы правильно отметили, что может быть непонимание, могут быть самые неожиданные вопросы, может быть осуждение, может быть негатив. И вот как раз цепочка этих команд, как бы, если она появится, сеть этих команд, является такой вот скрепляющей структурой для общества в целом. Не только в плане работы с молодежью, но и в плане вообще обеспечения консолидации общественного мнения. Потому что иначе все будут разбредаться по углам, это понятно, у каждого своя точка зрения, а вот умение общаться, умение находить вот этот общий язык и создавать вот эти социальные сети, но не социальные сети в плане в интернете, а социальные сети в жизни. Коммуникации. Вот это очень важно. Что касается непосредственно проведения исследований, наверняка были какие-то тонкости, какие-то срезы, вы по районам ездили. Вот расскажите, как все это происходило, в чем была сложность, скажем так, этого исследования? Ну, в первую очередь, сложность этого исследования в том, о чем я уже раньше сказала, социальный пессимизм. Что люди заранее идут на те же фокус-группы с установкой, что поговорили и разошлись, все равно ничего не изменится. Потому что помимо каких-то вещей, которые можно исправить в моменте, допустим, связанных с организацией каких-то пространств для молодежи, спортплощадок, мероприятий и так далее. Есть проблемы более глобальные. Не будем скрывать, в отчете это отражено. Основная проблема — это обеспечение занятости. В первую очередь молодого человека. Потому что, опять же, очевидно, что для Абхазии большая проблема, что многие ребята уезжают учиться и не возвращаются потом домой, отучившись, предположим, на врача-специалиста. И вот эта проблема, она уже лежит в области государственной политики. Понятно, что молодежная политика — это сегмент государственной политики, но это задача одна из первейших, базовых, потому что необходимо создать условия для того, чтобы людям хотелось вернуться домой на родину. Сейчас, конечно, условия глобализации, они немножко все это дело размывают, что ты можешь жить в Москве, созваниваться с родителями, которые живут в Абхазии, но цель номер один, чтобы как можно больше молодых людей сюда приезжало. А, к сожалению, это факт, нужны средства под это, материальное обеспечение, жилье, чтобы человек понимал, что он здесь будет жить ничуть не хуже, чем он будет жить где-то в другом месте, но здесь он получает уважение, здесь он живет на родине, здесь у него есть все возможности для саморазвития, чтобы он делал выбор в пользу своей страны, в пользу Абхазии. Это важно. Мария Сергеевна, что бы вы сказали о том, куда и для кого в первую очередь вот это исследование, на кого направлено? Будете ли вы в какие-то госструктуры это отправлять, информировать? Каким образом это исследование дальше получит, скажем так, свое развитие? Вот что вы думаете? Для кого эта информация прежде всего? Белла, но это исследование уже передано президенту Республики Абхазия Бадри Зурабовичу. Буквально пару дней назад, 16 октября, состоялся круглый стол в Абхазском государственном университете, где присутствовал президент, где присутствовал ректор. И это исследование, оно лежало на столе. Какова будет его дальнейшая судьба, уже зависит от лиц, принимающих решения. Наша задача — собрать информацию, эту информацию предоставить, а дальше государственные мужи будут анализировать и, надеюсь, принимать какие-то решения. Тоже надеюсь, что это, скажем, исследование ляжет в основу правильных решений, принятых в области молодежной политики в первую очередь, потому что молодежь, как вы в самом начале сказали, это то, что будет развивать, скажем так, то, что заложено сегодня. Я благодарю вас за интервью. Я напомню, что мы говорили с Марией Филь, кандидатом политических наук, доцентом факультета политологии МГУ. Говорили о результатах социологических исследований в области молодежной политики в Абхазии. Спасибо вам большое. Спасибо, Белла.